Более подробно об этом мы поговорим с первым заместителем председателя правительства Ингушетии Олегом Фурсовым. Олег Борисович, здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Ну, о достижениях в любой сфере всегда приятно говорить. Ингушетия 4-й год подряд, отмечу еще раз, лидер в СКФО в национальном рейтинге прозрачности госзакупок «Высокая прозрачность». Как вы считаете, благодаря чему удалось достичь такого результата? Вы знаете, это закономерный результат работы главы республики, правительства республики Ингушетия по противодействию коррупции. Вы знаете, что по поручению Махмуда Макшариповича Калиматова в свое время был разработан план противодействия коррупции, который включал несколько разделов. Это законодательное сопровождение, профилактическая работа, усиление декларационной кампании, это возврат земель, недвижимости, даже целых предприятий из владения, в которое оно было незаконно отчуждено. Это легализация теневой занятости, в том числе и повышение прозрачности конкурсных процедур. Эта работа увенчалась успехом, и другого быть не могло, потому что здесь последовательность, системность и настойчивость – это те черты, которые отличают нынешнюю команду нашей республики. То есть это результат такой комплексной работы, конечно. Я вот напомню несколько цифр, что когда Махмуд Алим Макшарипович Калиматов возглавил республику, задолженность перед бюджетами разных уровней составляла и перед населением составляла 12 миллиардов рублей. За неполных 4 года эту задолженность удалось снизить более чем в 3 раза. Это и кредиторская задолженность? Конечно, конечно. Мы в этом году, в октябре этого года, предполагается, уйдем от мер бюджетного принуждения, что позволит нам разрабатывать, создавать собственные инвестиционные бюджеты, в рамках которого могут направляться деньги на строительство новых объектов инфраструктуры. Более 3 миллиардов рублей было выиграно за это время в судах. Те недобросовестные истцы, которые намеревались в денежном выражении, в нефинансовом плане, значит, отобрать, если можно так сказать, имущество республики в свои руки, они были благодаря вот этой продуманной работе также поставлены на место. И данное имущество и деньги были сохранены для нашей республики. И ряд других успехов. Бюджет очень серьезно увеличился. Если в 2019 году, в 2020 году бюджет не превышал 3 миллиардов рублей, то сейчас только те средства, которые поступают в региональный бюджет, они превышают 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Это план на текущий год. А консолидированный бюджет с бюджетами муниципалитетов более 9 миллиардов. Поэтому результаты, они очевидны. И успехи в сфере торгов – это только часть той комплексной системной работы, которую ведет правительство. Благодаря принятым мерам именно по госзакупкам удалось сэкономить более 127 миллионов рублей. На что пойдут эти средства? По законодательству эти деньги возвращаются на торги, также под задачи, которые определяет правительство и глава республики. Поэтому они также расторговываются и работают на Ингушетию. За первое полугодие 2023 года, тут у меня небольшая справка, размещена 571 закупка, что составляет более 52% от всех закупок, размещенных комитетом. Было проведено 1082 конкурса. Это, насколько я знаю, много по сравнению с прошлыми годами, включая повторные и отмененные. Удастся ли сохранить такой темп на будущее, как вы считаете? Вы знаете, конечно, все зависит от того, какие налоги будут поступать в бюджет и насколько бюджет будет наполняться. Чем больше налогов вот в нашей такой общей копилке, да, республиканской, тем больше средств мы можем потратить на нужды населения, на развитие инфраструктуры, и таким образом тем больше сможем провести конкурсных процедур, чтобы разыграть использование этих денег между различными подрядчиками. Поэтому все правительство нацелено на то, чтобы пополнить налоговую базу республики и консолидированный бюджет увеличить. И нам это удается. Олег Борисович, вот в последнее время мы наблюдаем такую динамику развития по многим направлениям, в том числе, например, по автомобильным дорогам. Там мы занимаем первое место по нацпроекту, по реализации нацпроекта. Также вот сейчас индекс промышленного производства, там у нас очень высокие показатели. И вот сейчас по госзакупкам. В дальнейшем, как вы считаете, какие еще направления нужно развить? Вы знаете, у нас пока отстает, или, скажем так, пока имеют свободную инвестиционную нишу сферы услуг. Мы думаем, что она должна получить должное развитие в 2024-2025 годах. И это заложено в стратегии социально-экономического развития нашей республики.
Далее мы предполагаем, что должна развиваться потребкооперация. У нас республика богата дикорастущими травами и ягодами, при умелом сборе которых люди могли бы хорошо зарабатывать, ну и, собственно, наполнять наши аптеки и наши фабрики по переработке фруктов, овощей и ягод заказами и работой. Вот это направление, оно будет развиваться. Оно практически у нас на нуле. Безусловно, будет развиваться промышленность. У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые одобрены главой республики как председателем инвестиционного совета. Реанимированные и они объекты хорошо себя показывают начнут работать уже в следующем году. В этом году мы планируем, что будут открыты 2 предприятия. Это «Стройкомфорт» по производству из пеплоблоков строительных материалов. И, надеемся, будет открыт тепличный комплекс «Сунжа». По крайней мере, там строится станция «Тихая-2», которая обеспечит электроэнергией не только тепличный комплекс, но и близлежащее муниципальное образование. Реанимированные предприятия очень хорошо себя показывают. Но, безусловно, это швейная фабрика, это обувная фабрика. Мужичи, деревообрабатывающий комбинат, был открыт. Вы знаете, что эффективно работает «Реал», «Реак», птицекомплекс «Южный». Все эти предприятия находятся под ежедневным контролем главы республики. И не проходит, скажем так, дня, чтобы глава не поинтересовался, как обстоят дела на этих предприятиях, какая поддержка им требуется. Это действительно так. Мы еще большую поддержку получаем от федеральных структур. Это корпорация «Кавказ», это корпорация МСП, безусловно, Министерство экономического развития. То есть республика работает в очень тесном тандеме с соответствующими структурами. И у нас есть понимание, уверенность в том, что развитие республики будет с каждым годом только ускоряться. Будем надеяться. Олег Борисович, спасибо за визит в нашу студию. Спасибо.